Мгм. Добрый день, уважаемые директора, участники проекта «Эффективная школа». Мы рады вас приветствовать на проектной сессии, которая посвящена грантовому конкурсу модели перевода школ в эффективный режим функционирования. Уважаемые коллеги, для нас этот конкурс является традиционным. Мы его ежегодно проводим в рамках нашего проекта. Коллеги, нам, конечно, очень важно сейчас понять, кто работает вместе с нами. Я предполагаю, что на площадке с нами работают и школы-лидеры, и школы-участники проекта, а также координаторы данного проекта на уровне муниципальных образований. Я надеюсь, что именно такой командой вы принимаете участие в нашей проектной сессии. Итак, проектная сессия связана, конечно же, с той информацией, которую мы хотим до вас донести. Мы намеренно не сделали данную площадку информационной, мы хотим с вами вместе обсудить очень важные положения конкурса и донести до вас каждый смысл, каждую позицию в данном конкурсе. Итак, уважаемые коллеги, давайте обратим внимание на цель нашего конкурса. Итак, в контексте нашей модели, о которой я говорила в первый день, я хочу вам напомнить, что модель нашей республики, она связана с тем, что у нас работают школы-лидеры и школы-участники проекта. То есть формирование школьных команд, формирование муниципальных команд для нас является идеологическим принципом нашего проекта. Поэтому, конечно, когда мы говорим о грантовом конкурсе, мы должны осознавать, кто принимает и какой результат мы ожидаем от данного конкурса. Конечно, мы предполагаем, что именно этот конкурс будет стимулировать командную работу не только внутри организации, а между школами, лидерами и школами-участниками проекта. Конечно, несколько лет назад, это было 3 года назад, мы говорили о партнерских отношениях. Теперь же мы говорим, что на уровне муниципального образования формируется муниципальная команда, в которую входят школы-лидеры и школы-участники проекта. Поэтому именно такую командную работу мы от вас ожидаем с точки зрения результата. Мы, как эксперты, будем анализировать все документы, о них мы более подробно поговорим чуть позже с точки зрения именно цели конкурса. Итак, мы даже выделили вам, уважаемые коллеги, вот эти идеологические принципы. Итак, должна быть представлена командная работа. Вторая цель очень важная, что должны быть представлены программы перевода школ, функционирующих в неблагоприятных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты в эффективный режим функционирования. Программы перевода. И здесь мы будем говорить с вами не только о школьных программах, не только о наличии договоров о совместной деятельности. Здесь мы будем говорить о наличии муниципальной программы поддержки школ. Ну и, конечно, третья цель конкурса. Мы должны понять, каким образом проведена работа с теми дефицитами, с затруднениями, а может быть даже с потребностями, которые у педагогов выявлены. Поэтому, коллеги, я внимание обращаю. Чтобы прийти к результату, надо понять, осознать и привести цель именно к тому результату, который будет оценен. Командная работа, перевод школ в эффективный режим функционирования посредством представленных программ, которые уже будут реализовываться, прошу прощения,
и работа с выявленными ресурсными и профессиональными дефицитами. Далее, уважаемые коллеги, задачи данного конкурса, конечно, не связаны с наименованием конкурса. Уважаемые коллеги, наш конкурс, он направлен на повышение качества образования, потому что мы выявляем лучшие практики, которые впоследствии могут быть транслированы, потому что это публичные практики. И не случайно мы будем подводить итоги конкурса в рамках международной научной конференции, которую мы традиционно проводим в октябре. И в этом году мы очень надеемся, что нам удастся аналогично провести эту конференцию, как и предыдущие годы, 4 либо 5 октября. И именно трансляция лучших практик, она связана с тем, что в них уже представлены механизмы повышения качества образования. А я напомню о нашем проекте. Проект «Эффективная школа», он входит в мероприятия по повышению качества образования. Поэтому, коллеги, это очень важно. И, наверное, самое приятное для коллег, мы уже приняли решение, и сегодня мы готовы вам озвучить, что школьные команды, победители конкурса, которые занимают первое место, второе и третье, они получают финансовое вознаграждение, суммы представлены. Первое место 500 тысяч рублей, второе место – это уже дипломы второй степени 400 тысяч, третье место 300 тысяч рублей. Но, уважаемые коллеги, второй год подряд мы поддерживаем всех участников конкурса. Школьные команды, участники конкурса, не победители, а мы надеемся, что будут представлены все 20 муниципальных образований, получат сертификаты участников конкурса и тоже денежное поощрение. Коллеги, минимум 40, и далее в зависимости от количества 40 тысяч рублей, и далее в зависимости от участников конкурса. Итак, мы будем сейчас говорить о содержании заявки. Данная информация, коллеги, представлена в положении о конкурсе, но внимание обращаем, участвует в конкурсе действительно муниципальная команда. Поэтому, конечно же, вот 4 позиции, которые в заявке представлены, они очень важны. Это программа перевода школ раз, это программа тьюторского сопровождения, это описание опыта взаимодействия школьной команды. И обязательно в этом году важным элементом заявки будет являться муниципальная программа поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Коллеги, у нас есть участники конкурса, может быть, прошлых лет. Мы конкурс проводим уже 3-й год. Кто-то принимал участие в конкурсе, это очень для нас важно. Может быть, кто-то из коллег. Эльвира Александровна Караева, наверное, принимали вы участие? Итак, уважаемые коллеги, далее я по критериям передам слово Марине Анатольевне. Нет, не участвовали, да, Эльвира Александровна? А нам казалось, что вы так активно принимали участие в проекте. Да, и мы уже сейчас вспомнили, что, конечно, вы как опорная школа, скорее всего, принимали участие в другом конкурсе, а в рамках данного нет. Понятно, хорошо. О критериях оценивания я потом вернусь, когда мы уже будем говорить о позициях, связанных с материалами, которые представлены наши партнеры. Да, пожалуйста. Итак, в пакет документов входит, во-первых, программа тьюторского сопровождения школ, функционирующих в неблагоприятных условиях, да, и школ с низкими образовательными результатами. Основными критериями оценивания этих программ является то, что в программе должен быть обязательно представлен контекст деятельности образовательных организаций с учетом анализируемой проблемы. То есть здесь имеется в виду образовательные организации, участники проекта, да? То есть не сама школа-лидер, которая эту программу составляет, а школ участников проекта. Они анализируют
свое состояние своей школы, внутреннюю среду, внешнюю среду, качество школьных процессов. Сейчас как раз завершается уже обработка результатов мониторинга входного, да, вот как раз эти результаты и лягут в основу разработки программ и тьюторского сопровождения школ, и разработки программ перевода школы в эффективный режим функционирования. Также очень важно, чтобы в программе тьюторского сопровождения были описаны те проблемы, которые выявились вот в ходе этого мониторинга, проблемы в деятельности руководителей школ, участников проекта, и те профессиональные затруднения, дефициты, которые выявлены у педагогического состава школ, участников проекта. Далее должны быть описаны обязательно управленческие действия, которые уже должна выполнять школа-лидер, да, в рамках тьюторского сопровождения, которые позволят разрешить эти проблемы в деятельности руководителей школ-участников и профессиональные затруднения школ-участников проекта. Должен быть обязательно представлен алгоритм тьюторского сопровождения школ, функционирующих в благоприятных условиях и демонстрирующих низкие образовательные результаты. И в качестве результатов, да, должны быть представлены ожидаемые результаты и показатели их достижения. Срок формирования этой программы вы можете определить самостоятельно. Об этом мы уже вчера с Александром Викторовичем говорили, позавчера, да, на одном из наших мероприятий, что программа может быть на год составлена, может быть на более длительный срок. Конечно, рекомендуется более длительный срок. Далее, критерии оценивания для программ перевода школ в эффективный режим функционирования. По итогам мониторинга, да, который сейчас проходит, должен быть представлен контекст деятельности образовательных организаций с учетом анализируемой проблемы, то есть это и внутренняя среда школы, внешняя среда школы, качество школьных процессов, качество управления. Должны быть описаны проблемы в деятельности руководителей школ и профессиональные затруднения педагогического состава школ, участников проекта. Должен быть представлен алгоритм перевода школы в эффективный режим функционирования и ожидаемые результаты и показатели их достижения. Хочу подчеркнуть, что если в муниципальной команде несколько школ-участников, то каждая школа-участник представляет свою программу перевода своей собственной школы в эффективный режим функционирования. Далее, следующим продуктом, да, который вы представляете на экспертизу, выступает эссе «Мы одна команда». Здесь оценивается оригинальность представленного материала, отображение командной работы в школьной команде и стиль изложения. Да, то есть должен быть живой, образный, профессиональный язык без излишней научности. И тот материал, который представлен в эссе, он действительно должен демонстрировать тот опыт взаимодействия в команде, который приводит к достижению поставленных целей. Примерные сроки проведения конкурса здесь обозначены. Положение у нас сейчас на стадии согласования. В Министерстве образования, науки и молодежной политики согласование пройдет и выйдет приказ о проведении конкурса. То есть мы предполагаем начать конкурс 4 сентября и завершить его 3 октября 2020 года. Обозначены основные этапы, что с 4 сентября по 18 сентября будет прием заявок и материалов на конкурс. С 19 по 25 сентября будет оценка материалов, будет работать жюри конкурса. До 28 сентября должна быть сформирована рейтинговая таблица победителей, и подведение итогов предполагается в рамках работы форума образования государства общества, если он будет проходить. Если он проходить не будет, то мы в рамках онлайн-конференции всероссийской эти итоги будем подводить. Далее мы представили алгоритм, как стать участником конкурса для школ-лидеров. Практически такой же алгоритм, он будет и для школ-участников проекта. Первым делом необходимо изучить результаты мониторинга условий работы школы. Да, школа-лидер изучает результаты работы школ-участников проекта, школы-участники, соответственно, свои собственные результаты по качеству управления, по качеству преподавания, по внешней и внутренней среде. В ближайшее время мы результаты мониторинга направим в каждую образовательную организацию. Далее необходимо определить сильные и слабые стороны школы. Например, да, это может быть наличие предметных низких результатов учащихся, либо это могут быть профессиональные дефициты у педагогов, да, то есть в зависимости от того, какая ситуация в какой школе сложилась. Далее выделяются приоритетные направления, в которых будут осуществляться изменения. Их не должно быть много.
от 2 до 4, 4 максимум. Это может быть работа с предметными результатами, это может быть оценивание и учет результатов, да, это может быть партнерство с родителями, либо поддержка профоразвития, либо еще какие-то другие направления приоритетные. Формулируется цель программы тьюторского сопровождения и, соответственно, для школ-участников цель программы перевода школы в эффективный режим функционирования. Формулируются задачи, да, которые цель конкретизируют, и действия по достижению. А следующим шагом идет определение критериев успеха результатов, да, которые должны быть выражены и качественно, и количественно. Составляется детализированный план реализации приоритетов с учетом ресурсов школ-лидеров. Это для программы тьюторского сопровождения, либо с учетом внутренних ресурсов для школ-участников проекта. И оформляется непосредственно сама программа тьюторского сопровождения, либо программа перевода школы в эффективный режим функционирования. Мы хотим напомнить, что материалы, которые помогут вам в составлении этих программ, представлены на портале «Мобильный методист». И представляем алгоритм для школьных команд, как стать участником конкурса. Да, необходимо согласовать цель, задачи, результаты программ перевода школы в эффективный режим работы у каждой школы участника и программы тьюторского сопровождения, которую школа-лидер представляет. Очень важный момент – это необходимо заключить внутри школьной команды договоры о сотрудничестве. Школа-лидер заключает договор со школой-участником проекта. Приступаем к реализации программ. Описываем свое взаимодействие в формате «СМ мы одна команда», получаем рекомендацию для подачи материалов на конкурс от муниципального органа управления образованием и вместе с муниципальной программой перевода школы в эффективный режим функционирования направляем материалы к нам в экспертную комиссию. Материалы загружаются на сайт конкурсов. Ссылочка общая есть, и там на сайте конкурса в соответствующее место надо будет это загрузить. Но это еще не все. Очень важно, чтобы на платформе «Мобильный методист» появились ваши муниципальные сообщества. Сейчас здесь продемонстрировано муниципальное сообщество прошлого года. В архиве вы можете с ними ознакомиться, подсмотреть, да, примеры, как это может быть выстроено. Там, кстати, лежат и программы тьюторского сопровождения школ участников проекта прошлого года и программы перевода школы в эффективный режим функционирования школ участников прошлого года. Да, эти материалы тоже вы можете с ними ознакомиться для того, чтобы грамотно составить свои программы. Каждое муниципальное сообщество уже новое заведено. Внутри каждая школа, участник, школа-лидер должны представить свою визитную карточку, информацию о своей образовательной организации, и там же вы выкладываете свои программы. Программа тьюторского сопровождения, программа перевода школы в эффективный режим функционирования. Экспертная комиссия будет осуществлять оценку не только тех материалов, которые вы загрузите на сайт конкурсов, но и те материалы, которые представлены на платформе «Мобильный методист». Проект партнерского соглашения также представлен на платформе «Мобильный методист». Вы можете его взять за основу и, конечно, вы можете вносить в него свои изменения. И, коллеги, мы хотим сообщить вам о дополнительных возможностях для повышения своего профессионального мастерства. Наш федеральный оператор ОНО ДПО просвещения столицы предлагает вам всем руководителям школ проекта пройти повышение квалификации по программе «Современные инструменты управления образовательной организацией по обеспечению качества образования в школах с низкими результатами обучения, в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях». Письмо уже было направлено во все муниципалитеты, во все образовательные организации, участники проекта «Эффективная школа». Здесь представлена ссылочка для регистрации. Регистрация идет до 29 мая. Мы были бы вам благодарны, если бы вы нам сообщили о том, что вы на данные курсы зарегистрировались, чтобы мы были в курсе, что вы обучение проходите. Обучение будет проходить на платформе дистанционного обучения с 1 по 30 июня. Объем программы 24 часа, обучение бесплатное. И все учебные материалы, методические материалы будут организованы на соответствующем разделе интернет-ресурса. Вот мы видим, что кто-то уже у нас зарегистрировался. Эльвира Александровна отмечает, что обязательно будет участвовать в этом конкурсе, в грантовом конкурсе. Спасибо большое за ваши решения. И так, коллеги, пожалуйста, используйте возможности для обучения. Участников проекта.
На предыдущий. Да, коллеги, подключаюсь. Уважаемые коллеги, мы, конечно, проанонсировали программы нашего партнера, но я хочу внимание обратить. Обязательным условием участия в проекте является, что каждая команда должна принять участие в программах повышения квалификации, которые представлены будут Институтом развития образования, то есть нами. Уважаемые коллеги, это те обязательства, которые мы взяли перед Российской Федерацией. Поэтому, конечно, коллеги, мы очень рады, что есть курсы, на которых принимают участие ваши коллеги, но я внимание обращаю. Мы должны, коллеги, обучить более 500 слушателей. Поэтому в каждой школе не менее 5 педагогов должны пройти обучение по нашим программам. Конечно, поэтому, коллеги, я внимание обращаю. Вы сейчас должны тоже понимать, что несмотря на то, что мы предлагаем и другие ресурсы, именно ресурсы дополнительных профессиональных образовательных программ института, которые разработаны на основе тех затруднений, которые продемонстрировали ваши педагоги, на основе тех затруднений, которые, к сожалению, позволили вас включить в проект, а кого-то и к счастью, потому что есть школы-лидеры. Именно эти программы, они адресные. И у нас работала команда разработчиков, и не только нашего института, но и представителей наших республиканских экспертных сообществ. Поэтому, уважаемые коллеги, несмотря на наличие этих курсов, начиная с середины июня у нас будет работать летняя дистанционная школа. Я очень надеюсь, что сейчас мы сможем продемонстрировать именно, или, коллеги, вы сами посмотрите нашу интерактивную модель. Вот это надо делать обязательно. Курсы просвещения – это как еще дополнительный для вас ресурс, коллеги. И вторая позиция – это именно повышение предметной компетенции. Курсы по математике, по русскому языку, по истории, они будут представлены. Коллеги, это самое важное для нас сейчас, потому что именно по этим результатам, коллеги, оценили наши школы, и мы вошли в этот список, уважаемые коллеги. Мы приглашаем прежде всего школу участников проектов, именно на курсы, которые мы будем реализовывать. Курсы «Оно столица», они все-таки общего характера, они не для педагогов, они больше даже для методического сообщества, где представлены принципы работы со школами низкими результатами. Поэтому на это внимание, пожалуйста, обратите. И настройте педагогов на обязательную включенность в программы повышения квалификации. Это очень важно. И я бы хотела внимание обратить на слайд, как стать участником конкурса. Коллеги, мы будем завершать, и для нас очень важно... Да, мы читаем еще вопросы, поэтому пытаемся на них ответить. Коллеги, очень важно, чтобы вы понимали, что проект, в котором вы участвуете, это проект, который должен иметь результат. Вы уже включены в командную работу. Мы все с вами работаем в команде Республики Коми. Наша цель – повышение качества образования. И, конечно, от вас очень много зависит, от вашей профессиональной позиции, от готовности каждого руководителя, каждого педагога сегодня демонстрировать тот профессиональный уровень компетенций, который позволит повышать уровни образовательных результатов наших обучающихся. И наш семинар, конечно же, это еще одна площадка, на которой мы демонстрировали, на которой мы вместе с федеральными и международными экспертами делились той информацией, которая необходима для вас, уважаемые директора. Мы понимаем, что проектные сессии для директоров, они были разные по содержанию. Но самое для нас значимое, коллеги, что вы сегодня работаете вместе с нами. И мы будем продолжать, коллеги, сопровождать директоров общеобразовательных организаций и школ-лидеров, и школ-участников проекта. Это семинар, на котором мы только поставили задачи, на котором мы только продемонстрировали некоторые практики. Коллеги, работа начинается уже в ваших организациях. И уже есть, мы с коллегами обсуждали, уже есть предложение о том, чтобы
выходите, это все бесплатно, безвозмездно, в образовательные организации и сопровождать формирование адресных программ, работать адресно с педагогами. Именно этому, уважаемые коллеги, и посвящен, и на это настроен весь наш проект. Поэтому я очень надеюсь, что, коллеги, вы будете, как директора, работать с педагогами. И, конечно же, первую нашу стратегическую сессию еще раз пересмотрите. Поймите, какие задачи стоят перед нами и через какие задачи мы можем прийти именно к нашему результату. Поэтому конкурс – это механизм, конечно же, поддержки. И мы очень надеемся, что конкурсные материалы, они будут являться для нас результатом вашей работы. И программы, коллеги, формируются не на уровне директора, а на уровне именно школьной команды. В конкурсе должна принять участие школьная команда, которая осознает цель, которая понимает, что действительно мы работаем над программой, которая станет реальностью, программой перехода школ в эффективный режим функционирования. Коллеги, спасибо, мы завершаем. Я очень рада, что наша проектная сессия была для вас, мне кажется, полезной. Мы будем продолжать, мы попытаемся осенью продолжить серию проектных сессий и будем позволять себе встречаться с вами, наверное, вот в такое, может быть, вечернее время. Не знаю, удобно вам или нет, но в этом году мы выбрали вот формат проектной сессии для директоров в вечернее время. Коллеги, может быть, обратную связь я получу? Удобно ли вам данное время? 18 часов, 19 часов? Именно директорам. Удобно, либо все-таки другой выбрать режим для вас временных проектных сессий. Там очень удобно. Да, спасибо. Мы тоже так думаем. Да, спасибо, коллеги. Спасибо. Да, мы предполагаем, что именно с директорами мы будем работать, скорее всего, вот именно в это время, где-то в 6. Спасибо, коллеги. Я надеюсь, вам приемлем и формат дистанционного режима, и платформа ProfMe тоже для вас стала удобной системой взаимодействия. Конечно, ничто не заменит очный формат, но предполагаем, что данная платформа вам тоже понравилась. Если понравилась платформа ProfMe, тогда тоже нам продемонстрируйте, если это так. Удобно ли вам было с ней работать, уважаемые директора? Можно плюсиками отметить. Это платформа, через которую вы заходили, ProfMe, на которой вы сейчас работаете. Да, да. Угу. Хорошо. Спасибо. Добрый вечер. Я поняла, что добрый вечер понравился. Да, спасибо. Уважаемые директора, мы желаем вам доброго вечера. Спасибо, что были с нами на линейке проектных сессий. Планируем встречу с вами и в июне этого года. Спасибо. До новых встреч.